Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Давайте сделаем этот первый шаг. Владимир Путин призвал правительство начать массовую вакцинацию россиян против коронавируса. А в Якутию поступили бесплатные лекарства для больных COVID-19. Какие препараты входят в список? Айсен Николаев в Оленёкском Илусе встретился с семьей потомственных оленеводов. Начать масштабную вакцинацию против коронавируса поручил правительству страны президент Владимир Путин. «Давайте сделаем этот первый шаг», сказал глава государства на совещании в режиме видеоконференции, посвященном открытию новых специализированных медцентров для пациентов с COVID-19. Путин также отметил, что количество произведенных доз вакцины в ближайшее время достигнет более 2 миллионов. Это дает возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию прежде всего двух групп риска – врачей и учителей, сказал президент. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила наличие возможности начать массовую вакцинацию уже в декабре. Мы оценили наши возможности, сейчас завершаем подведение итогов. У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения. Две из них вы упомянули, это врачи и педагогические работники. Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав для того, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию. Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно. И на этой неделе, я надеюсь, я просто уверена, я даже не надеюсь, а уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия для того, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее на следующей неделе. Между тем, для проведения массовой вакцинации Россия намерена производить 30 миллионов доз вакцины «Спутник В», начиная с марта. Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Россия будет производить десятки миллионов доз вакцины в ключевых регионах мира, среди которых Индия, Бразилия, Китай, Корея и Аргентина. Уже достигнуты соглашения с этими странами о поставке и производстве 500 миллионов доз вакцины, начиная со следующего года, сказал Дмитриев. Также он отметил, что российская вакцина будет самой дешевой из представленных на рынке аналогичных препаратов против коронавируса. Тем временем в Якутию поступили бесплатные лекарства, предназначенные для амбулаторных больных COVID-19. До этого бесплатным лечением могли воспользоваться только стационарные больные. Какие лекарства входят в перечень? Материал Ульяны Шагиной. Склад Якутской городской больницы номер 3 пополнился новыми бесплатными препаратами, предназначенными для амбулаторных больных с COVID-19. С начала пандемии здесь зарегистрировано 7 тысяч заболевших. На сегодняшний день 800 из них находятся на амбулаторном лечении. Все они имеют право на бесплатное получение противоковидных препаратов. Из средств федерального бюджета на порядка где-то 800 тысяч поступило нам лекарства. Из собственных, из средств поликлиники у нас было закуплено для амбулаторного лечения где-то на 3,5 миллиона. В целом на эти цели только для Якутии из федерального бюджета направлено более 36 миллионов рублей. Поступившие лекарственные препараты уже распределены по республиканским медицинским учреждениям. Более 12 тысяч препаратов уже поступило, распределены во все медицинские организации нашей республики. Кроме того, идет также поступление дальнейших других препаратов. Тоже будет распределено в медицинские организации. Интерферон, различные антибиотики, парацетамол. Все по схеме 9-й версии лечения, отмечают врачи. Препараты выдаются строго по предписанию лечащего врача. Больным их доставят прямо на дом. На вызове, врач с собой носит определенные лекарства. Если на вызове у него попадется пациент с ПЦР положительным результатом уже на руках, он может уже под расписку выдать ему на руки лекарства.
Так, и если те лекарства, которые он назначает с собой, нету, он может дать заявку медсестре, чтобы на завтра бригада доставила лекарство этому пациенту. Каждый поступающий в поликлинику лекарственный препарат имеет свой порядковый номер. Напомним, система маркировки лекарств в России появилась недавно. Пока она имеет упрощенный механизм и позволяет не только своевременно мониторить движение препаратов, но и регулирует продажу подделок. Каждая упаковка, она мониторируется, движение лекарственного препарата до потребителя. Препарат вносится в систему, поэтому, значит, когда поступает сюда, тут проводится приемка лекарственного препарата, а после этого мы уже начинаем выдавать нашим пациентам. В среднем на одного амбулаторного пациента будет потрачено 7,5 тысяч рублей. Напомним, ранее им приходилось покупать лекарства на собственные средства. Мы все переболели всей семьей. Но мы в легкой форме переболели, ничего страшного. Вы покупали лекарства тогда еще на свои средства? Ну да, тогда, в общем-то, все было. Это в сентябре месяце мы переболели, уже давно, 2 месяца назад. Между тем, как раз с сентября месяца бесплатной мерой поддержки смогли воспользоваться 13 тысяч амбулаторников. Так что этот механизм для многих якутян уже знаком. Помимо федеральных средств, республика в ближайшее время выделит дополнительно 68 миллионов рублей на эти же цели. Так что бесплатных лекарств хватит всем. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Впервые якутские стартаперы и разработчики представят свои проекты в программе «Стартап-депо». Мероприятие, которое проводит Дальневосточные железные дороги совместно с венчурным фондом Yellow Rocket, стартовало накануне в столице республики. Подробнее Агафья Гоголева. Площадка «Стартап-депо» ищет инновации в Якутии для российских железных дорог. Образовательные мероприятия также пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске. Мы очень много знаем про Якутию. Мы видим, что действительно в Якутии сильная развитая экосистема, здесь появляются сильные стартапы. Именно поэтому мы приехали сюда с коллегами из РЖД, чтобы найти здесь сильные проекты. В течение 2 дней якутские разработчики пройдут образовательную программу, хакатон, презентационные сессии и индивидуальные консультации. Нам предстоит более плотное ознакомление с проектами в рамках так называемой экспертной карусели. Вот она начнется сейчас и будет проходить в течение этих 2 дней. И мы отберем проекты уже на такую региональную, как мы ее называем, защиту. Те команды, которых мы отберем, они будут иметь возможность пройти мини-акселератор с участием наших партнеров компании Yellow Rockets. Вот Сергей Богданов, директор компании, будет в распоряжении якутских стартаперов эти 2 дня работать. Среди участников есть разработчики известного робота-уборщика Vidroid. Теперь команда представит автономного робота-дезинфектора Vidroid Photon для очистки воздуха внутри помещений от вирусов и бактерий. Для нас очень интересно было бы предоставить решение в плане дезинфекции помещений, станций, депо, складов и, само собой, вагонов. Для этих целей мы разработали робота-дезинфектора, способного преодолевать узкие места для работы с РЖД России. В стартап-марафоне принимают участие 30 резидентов технопарка «Якутия». Всего будет представлено порядка 20 проектов. Победители примут участие в финале мероприятия, который состоится 18 декабря в Хабаровске. Агафья Гоголева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Международный тест по истории Великой Отечественной войны стартовал в регионе. Якутян приглашают принять участие в ежегодной международной акции. Задания теста на сайте проекта bighistory.ru будут доступны до 6:00 по якутскому времени 4 декабря. Профессорско-преподавательский состав Военного университета Министерства обороны подготовил 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны. Акция соберет более 800 тысяч человек из 52 стран мира. Мероприятие проходит в рамках международного проекта «Большая история», который реализуется молодежным парламентом при Госдуме с 2015 года для исторического просвещения молодежи. В Оленёкском районе глава Якутии встретился с семьей потомственных оленеводов Степановых. Айсен Николаев посетил Урасу кочевой семьи, где продолжатели дела известной династии рассказали ему о трудовых буднях и традициях своего рода. Бригадир оленеводческой бригады Христофор Степанов обратил внимание главы республики на проблему уничтожения оленей волками. Также Айсену Николаеву показали кочевой детский сад, где малышам прививают первоначальные навыки профессии оленевода. Илдар Хан подарил кочевой семье сертификат на электрогенератор, малышам игрушки Лего, а детям школьного возраста планшеты.
В Ленске после долгого карантина открыты спортивные секции города. Жители постепенно возвращаются к тренировкам с обязательным соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора, рассказывает Светлана Балеева. Перед началом тренировок, как и положено, обязательны манипуляции, изменение температуры и обработка рук антисептиком. Все это в журнал записывается, все дезинфицирующие средства при входе-выходе, там проветривание спортивных объектов, влажная уборка. Это все согласно требованиям Роспотребнадзора у нас в обязательном порядке. Сегодня спортивный зал «Олимп» после полугодового перерыва наполнился спортсменами. Волейболисты наконец-то снова у сетки, работают с мячом. За спиной комментарий тренера. Радости нет предела. Ведь буквально 2 недели назад ребята еще занимались дистанционно. Долгий перерыв нарушил все планы подготовки команды. Ребята очень много пропустили в плане игры с мячом, общения с мячом. Занимались, конечно, дома, на удаленных занятиях была составлена определенная программа, по которой они работали. Мы проводили видеоконференции. Ребята скидывали видеоотчеты о своих тренировок. По словам Юрия Шустова, не все пошло гладко. С первых занятий стало понятно, что уровень игры снизился, и многие запланированные в этом году мероприятия придется отменить. Тренировки, конечно, непрерывный процесс, возобновлять который будет не всем легко. Но ребята настроены серьезно и уже вливаются в рабочий процесс. Это был сложный период для тренировок. Выпала половина года. За эту половину года можно было достичь многих успехов. Но держать себя в форме помогали тренировки на дистанционном уровне. Это были сокращенные тренировки, но они позволяли держать форму прыжка, прочих физических навыков. Рабочая форма вернулась уже относительно давно. То есть она вернулась буквально за первые недели. Все равно уже наработанное что-либо есть. Ежедневно тренировки по несколько часов в день. Занимаются волейболисты всей командой. Возможность такая есть не у многих. Просторный спортивный зал ребятам поспособствовал. А в другие секции перешли на тренировки группами, не более 15 человек. На сегодняшний день у нас открыты все 18 видов спорта без свободного посещения спортивных залов. Это получается тренажерный зал в первую очередь и свободное посещение. Так, мы должны соблюсти все требования Роспотребнадзора, все требования Министерства физической культуры и спорта. Групп сформироваться, и там не должно быть не более 15 детей или 15 спортсменов. Жизнь без спорта сегодня не является полноценной. Благодаря опытным тренерам и упорству ребят все упущенное быстро наверстается. И спорт в Ленске, несомненно, возобновится с новой силой. Светлана Балеева, Денис Семенов, Ленск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже на канале Якутия-24.